Всем здравствуйте! Сегодня у нас в студии очень серьезный человек, координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александр Аванесов. Здравствуйте! Здравствуйте, Ростислав. Как вам наша передача? Ну, передача очень хорошая, мне нравится. Напоминает одну передачу на российском телевидении. Ну, как сказал мне один человек, не страшно повторить чьи-то передачи. Видимо, вам это сказал Иван Ургант. Нет, это мне сказал ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на канале КТР. Так что ичтевись, ребята, поехали. Здравствуйте, добрые, родные, искренние, настоящие жители нашей великолепной Родины. Очень часто задаваемый мне вопрос, подходили люди и говорили, когда же уже, когда шоу, когда? Я прошу прощения, искренне извиняюсь за то, что мы не выходили в эфир вот уже 2017 лет. Знаете, 2017 лет не выходила передача, но зато в этом есть огромный плюс. Сколько информационного повода, просто невероятное количество новостей накопилось за 2017 лет. Америку открыли, слышал? Америку, развалился Советский Союз. Но вернемся к актуальным новостям, вернемся в нашу страну. Недавно Российская Федерация простила долг нашей стране. Вот простила долг. Просто сказали, ребят, вы там были должны, теперь, собственно, не надо. Я предлагаю по этому поводу закатить огромный той на всю страну, чтобы каждый кыргызстанец мог порадоваться, что мы теперь ничего не должны России. Ничего не должны, все, прям. А деньги где возьмем, Ростислав? Я все продумал. Мы берем огромный кредит у России. И на эти деньги делаем той. Отмечаем то, что мы теперь не должны России. Вот так вот, видишь, я все придумал. Следующая новость, это, если вы знаете, слышали, недавно в нашей стране в общественных местах запретили мат. Ой, блин. Вот теперь только так можно разговаривать. Ай, блин, а вот другое слово уже нельзя. С одной стороны, я очень рад, то, что теперь все будут вежливые, добрые, все будут останавливать маршрутку. Если маршрутка не останавливается, будут говорить: эй, байке, ну что же вы? Куда вы поехали? Ну, максимально все будут становиться вежливыми, добрыми, но есть одна проблема. Многие организации просто парализуют свою работу. Вот как будут работать строители? Как без мата им работать? Сапожники, СТОшники, тачечники на Ожском рынке. Как все эти люди будут работать? Джол, извиняюсь, ногу уберите вот это. Уберите, пожалуйста, ногу, да? Вот так, правый мизинец сверху, вот так будет у всех. Или, к примеру, как будут работать грузчики, которые рояль несут на 17 этаж. Айба! Пожалуйста! Левее, да? Ты мне ногу прищемил! Нехороший человек, будут говорить. Причем это единственная 17-этажка, да? Да, но все равно я за культуру, за доброту, чтобы все максимально вежливо разговаривали. Мы начинаем наше шоу! Поехали! Бау! Прекрасное исполнение. Давайте поаплодируем нашей группе. Просто великолепные ребята, красиво выглядят такие. Кстати, это Мыкы. Можно ему тоже поаплодировать. Парень старался. Гладил рубашку, пришел к нам на студию. Мыкы профессиональный поддакиватель, да, Мыкы? Ага. Вот, профессионально это делает парень. Ты знаешь,
очень много вопросов. Очень много вопросов поступало ко мне. Говорят, вот, Ростислав, твое шоу, говорят, напоминает нам другое шоу на российском канале, говорят мне. Я говорю, да что вы, ребят, ну какое шоу? Жди меня. Да, поле чудес. Я сейчас раскрою небольшой секрет. Дело в том, что мы недавно встретились в Москве с одним человеком. Я часто бываю в Москве, ты это знаешь, да? Я нашим родственникам отвожу изюм. В Москве встретился с одним человеком, который говорит, Ростислав, почему у вас на телевидении до сих пор нету этого шоу? Мы с ним встретились, обсудили, он говорит, давай, я хочу аналог такого же шоу в Кыргызстане. Я говорю, пожалуйста, Ваня, вот доказательства, мы встретились, все обсудили. Мы все обсудили, встретились. Он сказал, давай, вперед, парень, у тебя все получится, говорит, представляешь? Вот уже 25 лет, как наша страна сотрудничает с Организацией Объединенных Наций. Мыка, ты знаешь, чем занимаются эти серьезные люди? Да, я знаю. Знаешь? Точно? Я знаю точно, да. Не надо тебя проверять, да? Ну, а сейчас популярно расскажут, кто же такие ООН, участники нашей постоянной рубрики «Взгляд снизу». Поехали! Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здорово. Здрасте. Привет. Здрасте. Привет. Привет. Что такое ООН? Можешь нам рассказать? Я не знаю. Я забыла. ООН – это Организация Объединенных Наций. Где наша мама работает? Да, там мама. Мама работает? Ну, а чем она там занимается? Она там занимается, чтобы девочки и мальчики не дрались. Сидят на компьютере, как мой брат. Сидят на компьютере, да? Да. Именно на. На. Только на стуле. Только на стуле. Да. Не Тогда- прям на нем, а в него смотрят и пишут документы. И возвращаются в 6:30, либо в 7, либо в 8, либо в 9, либо в 10, либо в 11, либо в 12, либо в 1 час ночи. В общем, вообще странный график работы, да, вообще? Нации объединились и помогают другим странам. ООН. ООН. Что это ООН? Что это такое вообще? Вот эти три буквы. Ну, это цифра 10. Это цифра 10. Все правильно. А почему? Потому что там 1 и 0. Да? Да. Я не замечал раньше. Вот если бы тебе предложили работу в ООН, тебе говорят, будешь работать у нас, Данил, ты классный, хороший, мы в тебя верим. Что бы ты первое сделал? Вот ты бы пришел, у тебя свой кабинет, к тебе приходят люди и говорят, Данил, что нам делать? Что бы ты им сказал? Работать. Работать. Просто представьте, что вот в ООН вы вдвоем, вы главные. Прям главные. Что бы вы сделали? Бесплатно платили. Бесплатно платили? Ты почувствовала на себе, что мир стал лучше? Да. Какие ощущения у тебя были? А как ты думаешь, сколько ты можешь молча просидеть? 1 минуту. 1 минуту, да? А если я больше просижу? В прошлый раз у меня двоюродная сестра, она тоже пришла, там была очередь, было день рождения, было такое же интервью. Там были вопросы всякие такое, ну такое. Я думала, она там что-то хотя бы заснимет, нет. И меня пришлось заснять. И был такой мальчик, там ему задали какое-то имя.
Ладно, ты победила. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Вот организация ООН, Организация Объединенных Наций, вот, есть главный, да? Как называют главных вообще? Босс, молокосос. Босс. Вот если бы у этого босса, если бы этот босс сказал тебе, проси, чего хочешь, что бы ты попросила? Я попросила билет в Лос-Анджелес. Ты бы попросила Либо в Майами. либо в Лос-Анджелес, либо в Майами. А ты была в Лос-Анджелесе уже? Я Очень вообще хочешь. еще... Я вообще еще даже на самолете не летала Да? никогда. Подожди, а Лос-Анджелес где находится? Не знаю. Ну, беги. Кто придумал ООН? Мама? Конечно. Итак, как я уже и говорил, 25 лет наша страна сотрудничает с Организацией Объединенных Наций. И сегодня у нас в гостях, кто бы вы думали, координатор ООН Александр Николаевич Аванесов. Под ваши аплодисменты. Здрасте, здрасте. Проходите, присаживайтесь к нам. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Если Ростислав. честно, я максимально не ожидал, что я с вами когда-нибудь вот так вот встречусь и поговорю. А я совсем не ожидал. Что вы со мной и встретитесь. Вообще, что не встречусь в этой студии в такой замечательной передаче. Да, а если не секрет, я подглядывал и одним глазом увидел, что вы пришли не один. Да, я не один. Я с замечательным своим коллегой, советником по программе развития «Мир» и предотвращения конфликтов Наоки Нихей из Японии. Давайте поаплодируем еще один гость. Наоки-сан, прямиком из Японии. Здравствуйте. Не часто у нас в стране представители Японии вот так вот приходят к нам в передаче в таком великолепном костюме. Давайте еще раз поаплодируем нашим гостям. Очень, очень приятно. Как вам вот Кыргызстан? Я сейчас с вашим товарищем, можно так поговорить? Пожалуйста. Ну, очень красиво. Очень красиво, да? Красивые люди, красивые природы, вкусные еды. Красивые люди, красивая природа, вкусная еда. Ваше первое впечатление, вот вы прилетели, я надеюсь, вы прилетели, вы же не пешком пришли из Японии, наверное, долго. 5-й месяц сейчас. Вы сейчас Пятый месяц пешком идет. 5-й месяц. вы 5 месяцев добирались, да? Нет, 5 месяцев вы у нас в Кыргызстане, да? Да, точно. Откуда вы так разговариваете на русском языке? Раньше я работал в Ташкенте, в Узбекистане. Чуть-чуть. Раньше. В Ташкенте, в Узбекистане. Да. Здорово, вы работали в Ташкенте, в Кыргызстане, но знаете русский. Очень странно все равно, ладно. А что-нибудь вы выучили уже на кыргызском языке? Еще скажите. Кыргызстиль. Сабиз, Джаргалчак. Рахмат. На кыргызском языке наверняка Рахмат. знаете некоторые слова. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Главное, вы заметили, он вначале добавил ассаламу алейкум. Это маршрутки у нас так останавливают, да, в городе. Еще. Еще. Кай. Джакши. Якш. Кай джакши, Джакши. да. Я хотел сказать каймак, но джакши тоже отличное слово. Давайте поаплодируем нашему гостю из великолепной Японии. Но вернемся к вам, Александр. Координатор ООН. Вот вот человек, можете обернуться сзади, вот этот парень.
Мыкай, добрый день. О, какой великолепный. Вы не родственники? Мыкай, ты не с Японии случайно? Вы Куда он мне приходит? куда? Вы просто чем-то похожи, если честно. Нет? Координатор. Вот расскажите нам, людям, которые вот не знают, чем вы занимаетесь. Вот координатор ООН, это вот что? Это что? Это вот такая функция, которая заключается в том, чтобы сделать так, чтобы работать совместно, продуктивно, результативно, не толкаться локтями, а думать о том, чтобы достичь какого-то результата совместно. Вы максимально координируете людей. А вот бывает такое вот в Организации Объединенных Наций, что вот люди вот прям вот не знают, что они делают, чем они занимаются. Таких нет. Нет таких. У вас прям все. Такие к нам не идут. Такие не идут. Нет. У вас такие за мир, за справедливость. Да, у нас действительно очень такая идет серьезный отбор людей, которые работают в системе организации, и те, кто является сотрудниками, даже дают клятву работать вот по этим направлениям. Как я понимаю, вы не коренной житель нашей Нет. страны. Нет. 6 лет вы уже находитесь здесь, работаете на благо нашей Родины. Можно так, да, сказать? Можно. Нужно. Нужно так даже говорить. Вот за эти 6 лет, что вы успели сделать? Можно нам, пожалуйста, развернутый ответ, что уже сделали, ну, можно не конкретно вы, а под вашим руководством как бы все. 27 организаций, которые работают здесь, это очень разные организации, и они занимаются определенными направлениями. Ну, скажем, Всемирная продовольственная программа вопросами обеспечения продовольствием, программа развития ООН, всемирная помощь в различного рода написании стратегий, поддержке фермеров, поддержке восстановления инфраструктуры и так далее, и так далее. ВОЗ, проблемы здравоохранения и так далее, детский фонд ООН, проблемы детей. Ну, что мы успели сделать? Я вам скажу, что мы, наверное, за эти годы, ну, за 5 лет будем считать, да, за 6 лет, ну, наверное, завершили где-то порядка 200-250 крупных проектов. Где-то, наверное, на сумму около довольно большого количества ресурсов. 250 проектов! Это как минимум. Представляете? Это как минимум. Самое большое достижение, которое, я считаю, мы сделали до сих пор, это восстановление после июньских событий. Восстановление и домов, и документов, и настроения людей, стабильность. И, конечно, вот мы сейчас максимально стараемся продвинуть национальную стратегию устойчивого развития, инновационные проекты. Вот вы знаете, есть такой проект «Тазаком», который сейчас очень активно обсуждается, и так далее, и так далее. Я вам скажу, что у многих может сложиться впечатление, что мы только работаем в Бишкеке. На самом деле это, конечно, обманчивое впечатление. Мы работаем во всех 7 областях, работаем с людьми, с Айлюк-Муту, с конкретными кыргызстанцами. Я думаю, что десятки, если не сотни тысяч кыргызстанцев знают о нашей работе. Вот такая работа. Но это я вам, если дадите еще часа 2, 2,5, 3, я вам расскажу подробнее. Спасибо вам огромное. Да. Как я понимаю, к сожалению, прошло 6 лет, и вы уезжаете с нашей страны. Да, настал такой момент. Настал такой момент, но я думаю, у вас хорошие впечатления, вам все понравилось. Отличные впечатления и замечательная страна. И я думаю, что это была одна из самых интересных, если не самая интересная командировка в моей жизни, профессиональной. Вам удачи во всем, чтобы у вас все получилось, чтобы наш мир становился добрее, ярче и все улыбались. Я вам предлагаю сыграть в игру. Мы будем расшифровывать аббревиатуры в нашей постоянной рубрике «Расшифруй» с Александром Аванесовым. Этой рубрике уже 72 года недавно исполнилось. Берете аббревиатуру и расшифровываете. Я начну. Мыкая, у тебя тоже может быть версия. Хорошо. А то потом скажут передачу, кто смотрит, зачем этот парень пришел вообще. Он никому не нравится, его рубашка. Я начну.
С вашего позволения. Итак, ОТРК. Я расшифрую. ОТРК. Огромный. Тумбочка. Режет. Капусту. Капусту, спасибо. Огромный тумбочка режет. А у тебя есть версия, МК? Давай попробуем. Давай, ОТРК. Особенный, Особенный. туркоязычный, Туркоязычный. Т. Русский кыргыз. Особенный. На туркоязычный канал. Ой, МК. Ладно, продолжим с нашими гостями. Вот, это вам. Пробуйте. ШОС. 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 Ваша версия. Школа. Школа. Объединенная Объединенная. сотрудничеством. О, как? МК. Школа, Какой ты креативный сегодня. объединенная сварщиками. 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 Школа, объединенная сварщиками. Это Нет, тогда я бы предложил свой вариант. Школа объединенных сварщиков. Вы понимаете, МК, он откуда родом МК? Генгсу. Геньсу село. И вот у них там было 2 железные школы, и сварщики их объединили в одну и сделали гимназию. У них 2 средние были, вы понимаете? Ладно, едем дальше. Я. Моя очередь. Пау. МММ. МК. Между морем МК. Возьмите вам. Давайте попробуем. ВШРЯ. ВШРЯ. Это наше шоу. Так, представляете, называется вечернее шоу Ростислава Ященко. Это вот. ВШРЯ. Скромное шоу скромного человека Ростислава Ященко Романовича. Вечерняя школа Сколько? рядовых японцев. Вечерняя школа рядовых японцев. МК. ВШРЯ. ВШРЯ. Ваш Ваш. школьный На букву Ш у нас, ну смотри, шмель, шило, штукатурка, шампиньоны. Ты понимаешь? Ну зачем школа? Я скучаю. по тебе. Ваш Ваш. шкута... Кто? Школьная, давай оставим, хорошо? Давай, просто МК, понимаете, Генгсу, давай. Ваш Школьная МК. школьная российская Я. ядерщики. Знаете, МК, вот вы понимаете, вот когда 2 школы сварщики металлические сварили, учителя сбежали оттуда, и максимально вот люди сами там учились. Вот они просто там школьный, сварщик, руки, вот просто слова перечисляли. Ладно, едем дальше. МК, приготовься. Я надеюсь, буквы Ш не будет. Дальше. Дай бог. ООН. О, ООН. Очень остроумный носорог. Почему нет? Почему нет? Очень остроумный носорог. МК. Ваша версия? отличный Ожский-Нарынский. Отличный Ожский-Нарынский. Парень, ты откуда? Я Ожский-Нарынский. А это как? Я так. ем плов, но там много мяса вот это. О, я Ожский-Нарынский, я ем плов, но там много мяса. Удивительная версия. Вам достается следующая аббревиатура. СНГ, опять СНГ. СНГ. Часто говорим об СНГ, и это Супер. супер! Нормальный. Нормальный Год.
Супер нормальный год. Как я и говорил, вот молодежь. Мы говорили о молодежи, но знаете, молодежь сейчас, большинство молодежи, что им интересно? Интересно вайны, интернет, батлы, YouTube. А сейчас очень популярен рэп. Так, да. Хип-хоп прям, вот вы знаете, вот хип-хоп. Мы с ребятами из ООН приехали на передачу. Мы ездили в Чу, вот ну, такие рифмы, вот, молодежи популярны. У нас есть небольшой сюрприз для вас. Мы объединили это все, вот, войны, интернет, хип-хоп, рэп, и, собственно, совместили с вами. А вайны это что такое? Вайны, это вот, это Минутный короткие ролики. А, вот так вот. Короткие ролики для интернет, в частности Инстаграма, где молодые люди показывают ерунду. Там мен мощный, тело прочный, ну вот Ну неинтересно. это молодые люди, понятно. Да, ладно. у Это нас- ко мне уже не относится. Так. У нас есть для вас подарок рэп от Александра Николаевича. Внимание на экран, смотрите, он вон там. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Аванесов. Я Я, присоединяюсь к этой компании. Уважаемые участники нашего собрания, ветераны, аксакалы. мы их называем агенты наращивания потенциала. Узнаете больше об этом на undp.org/innovation. Уровень бедности сельской местности является нашей главной заботой. Мы это вот делаем с очень хорошим настроением. Прошло время немного, около года. Я почувствовал, что есть огромное желание Двинуть вперед страну. Через серьезные испытания. Я желать только одного могу Кыргызстану. Это улучшения. спокойно, профессионально. Я бишкекчанин. Я бишкекчанин. Я бишкекчанин. Я бишкекчанин. Я бишкекчанин. My name is Alexander Аванесов. Бишкекчанин. Киргизстан. Я бишкекчанин. Символ мира, процветания. Я бишкекчанин. Я благодарю вас за внимание. Собственно, вот, давайте поаплодируем. Вот такое вот видео приготовили специально для вас. Как вам? Ну, неплохо, только очень меня там много. Надо, Вы знаете, вы очень много интервью дали, да? ну, слишком много, да, наверное. Я да. бишкекчанин. Я бишкекчанин. Это хорошо звучало. Это правильно звучало, потому что я Бишкек очень люблю. Он мне страшно нравится. И я очень переживаю за Бишкек, чтобы он был еще лучше. Спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами. Спасибо. 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 Провожаем наших гостей. Ну и по традиции в конце музыкальный гость. Сегодня должен был музыкальным гостем быть Тимати, но он, к сожалению, не выучил текст песни «Кара Джорго». Это очень стыдно на самом деле. И как всегда нас выручают представители ООН. Они будут исполнять песню «Кара Джорго». Японская версия. Ну а вам всем пока, до свидания, берегите меня. Cara jogo bobo sa bin shani kerebi Koshere kaime se bin shani kerebi Odrete derebi kantarasi derebi Cara jogo bobo sa bin shani kerebi Cara jogo birebi koinu sada kaina su Kainu shani Cara shani kaina su Kainu resa kainu Made a shawty kind of I only done it. He did it, made a down.